Вы знаете, с удмуртами с детства дружу, и удмурты те вот из бывших, они говорят, что у удмуртов никогда не было танцев, которые танцуют, скажем, там, андан, италмас. Это модерн, это никакого отношения вообще к удмуртской культуре не имеет. То есть танцы всегда были тихие и спокойные. То есть спросите любую удмуртскую бабушку в деревне, она вам скажет, что это... Это модерн. Ну, как вы скажете, нельзя сказать, что русские песни исполняют там Кадышева или Бабкина. То есть это далеко даже не так. Да? То есть формирование... Вот, мне, например, очень нравится удмуртское чувство юмора. Оно очень специфическое, очень тонкое, как ни парадоксально. Там, да? Я как-то вам рассказывал уже, что я покупаю у деревенских пожилых женщин молоко, творог, сметану. То есть наш регион, он хорош тем, что у нас же натуральные продукты какие-то, да. не в молах и гипермаркетах купленные. То есть, я разговариваю когда с ними, значит, там, да, они между собой разговаривают по-удмуртски. Причем, наверное, 1/3 слов, я немножко говорю по-удмуртски просто, 1/3 слов у них такое русского происхождения. Причем я точно знаю, что есть удмуртские эквиваленты. И я однажды спросил у них, девочки, девочкам лет под 70, девочки, а вы на каком языке вообще разговариваете? Смеются. Тогда я у них спрашиваю по-удмуртски, большие ли надуи молока у них нынче, значит. А они мне отвечают, бадим, но не особенно. И мне кажется, что когда говорят, что надо сохранять, так сказать, традиции национальные через язык, это глупости, потому что мы знаем пример очень многих народов, которые потеряли свой язык, но традиции остались. Ирландцы, например, то есть знаю не понаслышке. Удмуртам надо вернуться к истокам, к своим, да, то есть не кушать вот эту вот массовую культуру, которая им насаждается там. Это я называю национальной самоидентичностью, да. Причем интересно, что вот настоящие вот эти вот деревенские удмурты, они, как любая зрелая нация, совершенно критично относятся к себе. Русские же рассказывают про себя анекдоты. Рассказывают, и это смешно очень бывает. И русские там не всегда в хорошем положении. Там, да? Также рассказывают грузины, евреи, все немцы. Там, да? А вот сказать, распространенный миф об обидчивости удмуртов, когда, скажем, какой-то анекдот, там, или какой-то нелицеприятный какой-то эпизод описывается. Да? Удивительно, что те люди вот, деревенские, они, кстати, сами про себя рассказывают анекдоты. И где удмурты смешные такие, они вместе со всеми смеются. То есть самодостаточность некоторая есть. А? Ну, это между собой, наверное. Между своих, что называется. Нет, вот у меня есть знакомые очень хорошие, то есть врачи, значит, у них какие-то родственники там в деревне, они совершенно потрясающе рассказывают анекдоты, причем вот такие, да? И, знаете, я не знаю, вот, Лариса, после этой передачи мы проснемся завтра утром вторыми лапшопедунями, или Короленко, или опять прокуратура заинтересуется. Лапшопедунями. У меня просто есть приятельница, которая говорит, начинает на русском, потом переходит на удмуртский, заканчивает татарским языком. Ну, это вот куда? И вот так вот, и обратно потом. Мультикультурная реальность у нас. Но все-таки живем в многонациональном государстве, и надо все-таки смотреть на то, что действительно влияние культуры, такой тигель получается. Когда мы переезжаем в города, все резко меняется. Мы начинаем жить в другом пространстве, в других смыслах. Мы должны осваивать новые виды деятельности, и по этой причине неизбежно изменения личности, изменения национальных привычек. Я понимаю, что все вот эти обряды, все эти вещи колдовские, они возможны в деревнях, но сейчас-то у нас в городе, ну, боже мой. Отлично работает. В этом ничего сверхъестественного нет, повторяю. У нас край лесной. И вот если возвращаться к этим причинам, да, то есть вот, то, что кто-то балуется порчей, повторяю, советская эпоха, она отбила вот понятие грех и совесть, и когда человеку нужно что-то достичь, он может идти этим путем. И когда тебе предлагает массовая культура Гарри Поттера, да, то есть вот тебе массовая культура предлагает там мистические сериалы целые, да, то есть вот там целые сериалы даже комедийного с этими колдуньями, например, да, то есть вот когда слово колдовство не является уже чем-то таким страшным, а даже привлекательным, когда молодежь воспитывает уже как ведьмочек, там особенно вот девочек, ты должна быть ведьмой. Да, это вот влияние массовое. И переступить там через какой-то запрет внутренний уже не представляет какого-то там греха или что-то там такое сверхъестественное, то почему нету? Это никогда афишироваться не будет, и никто никогда не расскажет, даже Богу на страшном суде, кому он там чего там положил. Да. То есть, но это надо знать, и поэтому надо быть бдительным. Мне по врачебной части иногда приходилось сталкиваться с тем, что пациент сохнет, чахнет, значит, теряет вес, чувствует себя хуже и хуже. Это неоднократный случай, много я видел такого. И никто не может поставить диагноз.
То есть и диагнозов много, а помочь человеку не знаешь как. И действительно там вскрывался какой-то факт, что вот там была возлюбленная, не обязательно там она удмуртка или татарка, или кто-то там еще был, значит, там, да, и что она, уходя, сказала: я тебе сделаю. Входными воротами вот всякого рода оккультной гадости является чувство вины. И еще вера в это. Вера в это. Когда человек верит в это работает 100%. Когда не верит, даже срабатывает. Манипуляция, то есть, опять же, физика. Это У физика. меня мороз по коже, видите, да, вы меня напугали уже до смерти просто вообще. Ну, вот как раз первое, не надо бояться. То есть, первое, не бойтесь никогда никого. Страх – это самая плохая эмоция, которую надо победить в первую очередь. Виноват ты всегда получатель, а не тот, кто колдует. То есть и с получателем, действительно, Александр совершенно с вами согласен, с получателем надо работать. То есть надо защищаться, да? И если там, ну, это, даже кто-то тебе что-то сказал, как бы, то есть Не внутренне закрыться просто. Желательно подарков не принимать от незнакомых людей. Я вообще даже думаю, что надо целую передачу посвятить такому разделу не колдовству, а психогигиене. Что совершенно на наших безбрежных просторах не Психозащите, Вы знаете, вот особенно детей, да, вот я все-таки на детей, поскольку дочка маленькая, вот это вот, по-моему, только у нас это есть. Незнакомая бабуся подходит: ай, ты ангелочек, и давай целовать. Зачем вы это делаете? Им Не хочется... разрешать контакт с чужими людьми. Я в Рейкьявике попробовал в детском саду сфотографировать детей, да меня чуть не повязали. Царские семьи больше всего боялись у нас порчи из глаза. То есть в царских семьях детей вот оберегали от этих порчи из глаза. То есть, несмотря на то, что там уже христианство сотни лет, все равно главный страх был царских наших семей, что детей могут испортить, сглазить. Спасибо, что пришли. Это была программа «Точка зрения». Сегодня в студии гостил психолог Григорий Казаков и старший преподаватель кафедры философии, социологии и культуры УДГУ Александр Войтуков. Спасибо. До свидания.